Чао, кари амичи! Привет, дорогие друзья! Куда это мы с вами собрались в дождь? Покинув свою зону комфорта и отправившись навстречу приключениям, нас позвала эта волшебная музыка. Такой проводник в сказку вместе с этой замечательной лошадкой. Сардинской породы, если не ошибаюсь, это сардинский англо-араб. Я думаю, все вы узнали эту музыку из подводного мира красавицы Ариэль. Она же русалочка. В 2023-м, не так давно, вышел фильм от великой компании Disney, которому радовалась вся Сардиния. Потому что если вы хорошо присмотритесь к фотографиям, то сказочные пейзажи, кажущиеся нереальными, очень даже реальны. Это территория, которая была задействована в съемках в 30 тысяч гектар. 3 красивейших национальных парка: Азинара, Гольфо-Аранчи, Таволлара, Пунта-Кода-Кавалло. И, конечно, то место, куда мы с вами сегодня отправляемся, доказывающее, что сказка реальна, если человек знает, чего хочет, и не обращает никакого внимания на всех, кто считает его чудаком. Ведь это от слова «чудо», а значит, оно есть. Едем за ним в Кастель-Сардо, один из красивейших городов острова, превратившийся в замок принца Эрика. На всех предыдущих фотографиях вы видите, как под воздействием компьютерной графики Кастель-Сардо несколько преобразился. Все газеты, журналы Сардинии пестрили новостями. И после завершения работы над фильмом, это уже, кстати, реальные фотографии, Дисней отблагодарил Кастель-Сардо за душевную сплоченную работу чудесным лазерным шоу и первым показом русалочки в их кинотеатре. Мне понравились слова администрации Кастель-Сардо, где тоже выражали благодарность Диснею, но главное сказали, что самое важное – это образ героини. Девушки, которая вышла из зоны своего комфорта, чтобы исследовать новый мир, и оценили этот образ русалочки как образ настоящей современной женщины, которая, если не хочет, может и не соответствовать каким-то классическим стереотипам. Так, новая русалочка в исполнении Холли Бейли вызвала целый шквал критики. И довольно злостный. Новый образ чуть ли не посчитали осквернением классического образа. Посмотрите на этот мем. Прозвучали колкие отзывы. Почему у царя все дочки разных национальностей? Он что, распутничал? Но мы с вами должны понимать благую цель Диснея показать, что любая девушка, если она этого хочет, может добиться роли русалочки вне зависимости от косых взглядов. Человек – это личность, это энергия. И представьте, фильм адресован прежде всего детям, чтобы не травили никого из-за того, что он не соответствует внешним ожиданиям, каким-то стереотипам. Ведь я, проработав много лет в школе, могу сказать, что если ребенок, услышав такие разговоры в семье, где вот такую новую русалочку критикуют из-за внешности, подражая своим родителям, еще не осознавая хорошо, что делает, начнет травлю какого-то другого ребенка, почему-то думая, что отличаться от других плохо, хотя это не так. Поэтому хотелось бы все-таки, если мы хотим жить в добром мире, который будет нашим другом, подумать немножко наперед, как слово наше отзовется. А мы уже мчим по дороге за моими любимыми сосисками. В этом грузовичке Вуди, внимание, это у нас они сосиски. А на Сардинии это называется вюрстель и считается делом рук немецких кулинаров. Есть слово «ла сальсича», обозначает сыровяленую колбасу. Муж говорит: давай догоним, остановим, скажем: пожалуйста, можно нам пару колбасиков? Жена просто сильно голодная. А мы у цели. Город Кастель-Сардо. Он как автономный остров впечатляет уже своим видом с дорожной трассы. Да и погода сказочно меняется на глазах. Это, пожалуй, город, который поистине напоминает о королевском прошлом Сардинии. Потому что действительно были времена, провозглашавшие Сардинию королевством. И замок Кастель-Сардо, в то время Кастель Дженорезе, потом Арагонезе, в зависимости от династии, к которой переходила власть, добровольно или часто силой, к сожалению, потому что город очень красивый, с безумно выгодным географическим морским положением. И дворец, как сердце, позволял просматривать территорию вокруг очень хорошо, отражая успешно атаки неприятелей. Итак, друзья, паркуемся
Остановимся около милого паровозика, и разговор о замке продолжим в замке, самом что ни на есть настоящем и сказочном. Ведь не случайно Дисней выбрал именно это место земным миром, куда прибыла русалочка. Говорят, не место красит человека, а человек место. Но иногда бывает и по-другому. Атмосфера места, окружающие люди раскрывают человека с лучшей стороны. И хотелось бы, чтобы для каждого ребенка таким местом была школа. Именно ее вы сейчас наблюдаете. Это Сардинская школа медиа, где учатся 3 года, с 6 по 8 класс. И я считаю своим долгом, так как в наше время это наболевший вопрос для всех учителей, сказать, что в итальянской школе запрещено пользование мобильными телефонами с 2007 года. У детей сейчас очень большая зависимость, вплоть до того, что руки трясутся, если кто-то дерзнет забрать сокровища. Это неминуемо приводит к конфликту с учителями, потому что часто ребенок не слушает, пытаясь всячески спрятать на уроке телефон. Частенько дети снимают друг друга на уроках, на перемене, в самом невыгодном ракурсе. С этого может начинаться буллинг, травля. Это целая цепочка скандалов, когда ругаются дети, ругаются родители, достается учителям. По итогу часов в 7 вечера в кабинете администрации собираются жаждущие правосудия, чтобы как-то решить эти дебильные конфликты. А ведь все могло решиться гораздо проще. Не было бы телефона в руках. Сейчас дети в Италии складывают телефоны в шкафчик на 1-м этаже, где есть охрана, закрывают на ключик и забирают телефон только в конце учебного дня. Это избавляет ребенка, поверьте, от миллиона проблем с учебой. Оставляем школу. Красивый совенок смотрел на нас с номера того цветного дома. И, как сказано в одном из моих любимых фильмов «Трасса 60», одни из самых интересных историй начинаются в баре, куда, я уверена, заглядывают учителя из школы, чтобы выпить кофе, немножко передохнуть, потому что перерыв на обед в итальянской школе целый час. Еда в Италии – это всегда святое. И мы уже, поднимая голову вверх, видим, как в небе парят птицы над замком, который когда-то в XII веке построило знатное семейство Дориа. И первое его название – Кастельдженовезе. Замок был построен на скале, и такое положение ему давало огромное стратегическое преимущество, потому что был виден не только весь северный берег острова Сардиния, но еще и элегантная француженка и опасная соседка Корсика, потому что корсиканцы то и дело атаками наведывались на бедную красавицу Сардинию. И семейству Дориа, так прекрасно выстроившему этот удивительный замок, этот удивительный город, пришлось за свою землю вести войны с другим знатным семейством Маласпина. И если вы смотрели мои видео, то вам эта фамилия уже знакома. Потому что замок семейства Маласпина где находился? Он находился и находится сейчас в городе Боза. Но только вот сохранился он не в таком хорошем состоянии, как замок семейства Дориа. И еще и на беду. Папа Бонифаций VIII в 1297 году провозглашает Сардинию королевством, и Корсику тоже, внимание, но королевством арагонским, то есть испанским. Мы знаем, что случилось с Альгеру, когда туда пришли арагонцы. Если вы смотрели мое видео об Альгеру, то вы тоже это знаете. Арагонцы выселили всех местных, бедные люди лишились крова. А вот Кастель-Сардо сопротивлялся, внимание, 125 лет. И только в 1353 году, устав от бесконечной войны, Галиотто Дориа сначала издает свод законов, который арагонцы, придя сюда, должны соблюдать. И вы, конечно, догадываетесь, что они не имели права выселить местных отсюда. И только после этого с арагонцами было заключено перемирие. Но замок был отдан им. Мы с вами уже зашли на территорию. Нас встретила катапульта. И вот эта вещь не самая приятная, средневековая. Я думаю, все вы знаете, для чего она служила. 2 руки и шея заковывались в эту перекладину страшную. Такова была судьба несчастного пленника этого замка. И следующая вещь с головой барашка. По-русски это называется таран. По-итальянски ля риенте – осадное бревно. Ни одна средневековая осада не обходилась без вот этой штуки, с помощью которой вышибали что? Ворота. Или разбивали стену. Как правило, лобик у этого барашка был непростой, бронзовый или железный. Как есть выражение в адрес человека «твердолобый баран», так, в принципе, действительно, лоб у барашка всегда орудие и атаки, и оборонения. Кстати, после прихода арагонцев замок стал именоваться Кастель
И если пришли арагонцы, значит арагонезе. То есть вот этот суффикс «эзе» указывает нам на некую принадлежность, чаще территориальную. Как я вам уже говорила, часто так именуют языки. Джапонезе – японский, чинезе – китайский, португезе – португальский. В таком зале проводят различные выставки. И мы сюда приехали не случайно, потому что должны были увидеть этот камень с симпатичным лицом. Шучу, конечно. Дело в том, что Кастель Сардо организует различные мероприятия, большая часть из которых бесплатна. Это какие-то лекции, выставки, то есть мероприятия просветительского характера. Весной по проекту мужа мы организуем здесь выставку фотографий китов, дельфинов, черепашек с увлекательными рассказами об их жизни. И пока он там договаривается, я имею возможность для вас поснимать эту красоту. Посмотрите на вот эти красные цветы. Что это? Знали ли вы, что это так цветет алоэ? Супер полезное растение. Я до приезда на Сардинию даже не задумывалась о том, что алоэ может цвести. И вот, поворачиваясь на 360 градусов, мы понимаем, насколько действительно уникален этот замок. Здесь взору кажется доступным абсолютно все. Все недостижимое кажется достижимым. Обратите внимание на прочную каменную структуру стен. Чувствуешь здесь себя надежно. И даже Иль Габбиано, даже он, посмотрите, какой Амико. Он очень тут комфортно расположился. Такой беленький, красивенький, свободный. Он тоже может считаться вполне одним из символов Сардинии. Потому что на домах, к примеру, в городе Боза, есть такой архитектурный элемент, как вылепленный в стене силуэт чайки, которая пытается как будто вырваться наружу. И вот она, эта прекрасная панорама, чудесная. Именно там вырвалась из морской пучины к земной жизни наша замечательная русалочка, о которой мы сегодня так долго говорили, не только от любви к принцу, но от любви к миру, к тому, насколько он прекрасен, удивителен, не исчерпаем только подводными глубинами или земным рельефом. Есть еще космос. И чтобы шагать по этому миру, не обременяя себя оковами каких-то выдуманных стереотипов, мнений, нужна смелость. Иногда даже нужна жертва, потому что давайте поразмышляем, всех сказочных героинь, таких как Русалочка, Золушка, Рапунцель, даже если взять Ассоль Александра Грина, первое, что объединяет, это вера в лучшее, способность двигаться к своей мечте, невзирая ни на чье мнение, при этом сохраняя добро. Вряд ли бы, если бы Золушка пререкалась с мачехой, издевалась бы над сестрами, так же, как и они над ней, смогла бы добиться воплощения своей мечты. Мир как будто бы действительно нас испытывает. Вы скажете, но у «Русалочки» Андерсона плачевный финал. Друзья, плачевный финал в книге, но не в фильме. Если вы его посмотрите, то вы поймете, что этой истории счастливый финал. Русалочка и вернула голос, и осталась среди людей вопреки всему. Почему так? Неужели Дисней хотел сделать сюжет настолько добренький, что не соответствует жизни? Сценаристы и режиссеры на это ответили так, что это история сильной девушки. И то, какой у сказки будет финал, выбирать только ей. Можно расплакаться, склонить голову, сложить руки и тем самым самой настроиться на плачевную историю Андерсона, а можно не согласиться. И добром, позитивом, верой во все это саму себя привести к счастью. Да, от «Русалочки» понадобилась такая страшная жертва, но это такая символика того, что я часто встречаю в разных книгах по психологии и философии. Если ты хочешь что-то классное получить, то ты должен уметь отдавать. Причем не сильно надеюсь, что тебе это все вернется. Бартер добра должен быть безвозмездным. А мы с вами видим в тени вот такие щелочки, где, возможно, стража этого замка могла шпионить за его соседями. Ведь с внешней стороны эти дырочки даже совсем не видны. Друзья, мы с вами вышли из замка.
Так он построен, что со всех сторон, куда ни выйди, будет море. И ближе к финалу нашего путешествия хочется рассказать вам сказку из жизни. Часто проблема на пути нашей личной сказки – наше собственное неверие в нее. Когда мне было лет 15-16, и я жила еще в далекой глухой деревне, то много думала на тему того, кто нам сказал, что что-то невозможно. Я часто задавалась вопросом, почему? Как и задаюсь до сих пор. Если мне говорят, что что-то невозможно, я спрашиваю, почему? Если есть замки, значит есть и принцессы, значит есть и принцы. Это, пожалуй, зависит только от нашего мироощущения. И одна моя родственница, она прямо подтвердила эту теорию. Вот смотрите, какая сейчас навстречу нам бежит принчипеса, принцесса Кашуня. Притом она так таинственно появилась, видимо, время обеда. Такая волшебная кошечка в этом пустынном городе. Потому что, конечно, сейчас не сезон. Город представляет из себя практически пустыню. Такой рыбацкий пейзаж вы видите, говорящий нам о том, что в этом доме всегда есть свежая рыба. И висит на стене такая корзина с левой стороны, сплетенная из стеблей, предназначенная для ловли рыбы. Биоразлагаемая, слава богу, не из пластика. Но вернемся к нашей истории. Моя родственница написала ВКонтакте пост. Ей было тогда лет 16. Очень такой амбициозный. Что она хочет познакомиться с парнем на шикарной спортивной машине с настоящим принцем, никак не меньше. И довольно быстро ей ответил человек, обладатель такой машины. Она мне рассказывала и говорила, что думала, никто никогда не ответит. И это больше была шутка. И представьте себе, что за этого человека она вышла замуж. И живут они уже долго и счастливо. Иногда о своих мечтах не нужно молчать. Вспомните историю Ассоль. Только потому, что люди знали ее мечту, все, что с ней произошло, сбылось. Потому что сплетники, злословники, они иногда прямо как лекари леса, помогают нам вылезти из болота и оказаться в лучших местах. Выполняют свою определенную миссию на земле, пусть даже не самую приятную. Посмотрите, в каком красивом месте, где еще чувствуется дух Рождества, мы с вами оказались. Это такой национальный барчик, очень уютный. Друзья, мы близимся к финалу, но еще много интересных объектов впереди. Вот эта маска, например. На карнавалах, традиционных карнавалах Сардинии вы ее 100% увидите. Ее надевает некий кавальеро, который веревкой лассо накидывает на какую-то красивую девушку из толпы, тем самым выделяя ее. Не пугайтесь, если это произойдет с вами. Это часть игры. Такой комплимент. Посмотрите, как оформлено. Вот тарелки, да, плетеные висят на стенах, мы видим, каменных стенах. Этот бар как будто продолжение того замка, где мы были с вами. И здесь я хочу рассказать последнюю историю о национальных особенностях, именно менталитета сардов. Когда мы вышли из замка, не работало ничего. Поесть было практически негде в центре. Это был единственно открытый бар. Мы только его нашли, как мужу позвонили и сказали, что нужно двигаться в другом направлении. До этого он заказал аперитив, то есть перекус, хотя время было обеденное, и логичнее было бы найти какой-то ресторан или пиццерию. Ну, раз уж мы зашли, муж пообещал очень элегантно, сказочно одетому хозяину бара, что мы вернемся. Мы выехали, чтобы забрать нашу машину в другом месте. Хотели было напрямую отправиться в ресторан, но мы же дали обещание. Муж говорит, на Сардинии так не делается. Вот смотрите, какие замечательные сувениры мы можем приобрести в Кастельсардо. Керамические, стеклянные рыбочки, тарелочки. Какие-то украшения, возможно, из кораллов. Так вот, мы вернулись. И хоть мы в спешке съели этот аперитив, он оказался супер вкуснейшим. Прямо не пожалели, потому что потом, отправившись в ресторан, честно сказать, мы не так вкусно поели. Вот так элегантно выглядят улочки, лесенки Кастельсардо. Но в центре города мы погуляем в другом видео. Даю сардинское вам обещание, это значит железное. Подведем итоги, пока вы смотрите летние фотографии. Друзья, мы сегодня побывали с вами в королевском, великолепном городе, скажем, городе-острове, который называется Кастельсардо, что переводится как «Сардинский дворец». Поговорили о снятом на Сардинии фильме «Русалочка» Уолта Диснея, вызвавшем у людей неоднозначную реакцию. Ставя себя на место героини, мы, наверное, не хотели бы
Чтобы нас люди оценивали не по нашим талантам и способностям, а по внешности. И если наша внешность, конечно, не относится к модельной сфере деятельности, и если вдруг кто-то считает нас чудаками, то это прямо комплимент, значит, с нами точно произойдет чудо-волшебство. И если мы хотим, чтобы все сбылось, мы не должны обращать внимание, тем более злостно реагировать на тех, кто пророчит нам плачевный финал андерсоновской «Русалочки». Друзья, это нам решать, какой будет финал нашей сказки. Обходим мимо всех неверящих в нас. Что толку тратить время на споры с ними? Мы поговорили о том, как важно во взрослом мире понимать, что слово наше отзывается в душах людей. И плохо, если болью, и здорово и прекрасно, если радостью и улыбкой. Вспоминая наш сегодняшний разговор в сардинской школе, хочется сделать вывод, что реальный мир здесь, сейчас, не в телефоне. Реальный мир – это люди, реальный мир – это города. Чудесные животные, кошечки, собачки, которых мы можем погладить прямо сейчас. Телефон нам не даст этого. Телефон всего лишь навигатор. Телефон нам показывает, что есть в мире. Что мы можем выбрать, а что обойти стороной. Хорошо бы объяснить детям, что любая зависимость, в частности от телефона, это плохо. А свобода и независимость – это хорошо. Для того, чтобы чувствовать жизнь, нужна живая энергия. Реальные друзья, которые рядом, которых ты можешь обнять. Запах свежести после дождя. Чем это можно заменить? Теплые лучи тающего закатного солнца. Шум моря. Телефон-навигатор. Телефон напоминает, что жизнь содержит такие приятные и замечательные вещи, ради которых стоит жить и которые стоит видеть. Но помним, с чего началось наше сегодняшнее путешествие. С того, чтобы увидеть чудо, чтобы почувствовать сказку. Нужно выйти из зоны телефона, нужно выйти из зоны собственного комфорта. И иногда шагнуть в неизвестность, в прекрасное далеко. С уверенностью, что хуже не будет. А вот лучше да. Мы провожаем Кастельсардо, посмотрите, как он прекрасен, этот город-остров в лучах закатного пламенного солнца. Его окутывает такая розовая сказочная дымка, над ним свободно кружат птицы. И покажу вам последнюю удивительную скалу Слон, которая есть почти на всех открытках Сардинии. Природный экспонат эпохи неолита, о боже мой! Дорогие друзья, кари амичи, сердечно всех благодарю, что были со мной в этом путешествии. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться, если вам нравится то, что я делаю для развития моего канала. Древнейшая башня Нурак провожает нас. О ней также в следующем видео. Надеюсь, не прощаюсь с вами. До новых встреч, друзья! Всем добра, хорошего настроения! Чао!